Добрый вечер. Итоги этой пятницы мы подведем в программе «Новое время». В информационной студии телеканала «Жибек Жола» Айгуль Мукей, сурдоперевод Бахдаулет Кошбанов. Глава государства сегодня принял министра культуры и информации Аиду Балаеву. Она доложила об итогах работы. В частности, впервые казахское искусство было представлено на всемирно известных арт-площадках Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств ГИМЕ. Запущена также информационно-просветительская платформа «Казак Калча» на 8 языках. Кроме того, с начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов, а для субъектов креативной индустрии ввели специальный налоговый режим. Аида Балаева проинформировала президента и о других мерах в сферах культуры, информации, религии, межэтнических отношений, молодежной политики, семейно-демографической сферы, а также о планах на следующий год. 2025 год в информационно-идеологическом плане предстоит стать знаковым, охватывая сразу несколько юбилейных дат исторического масштаба. В этой связи я доложила главе государства о ходе подготовки к таким ключевым проектам, как 30-летие АНК, съезд мировых религий, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь, глава государства дал ряд рекомендаций и поручений, которые будут взяты на особый контроль и качественно исполнены. И сегодня же Касым-Жомарт Токаев принял советника спецпредставителя президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову. Глава государства заслушал отчет о результатах 29-й конференции ООН по изменению климата, прошедшей в Баку, а также о подготовке к международному саммиту One Water Summit, который пройдет 3 декабря в Эр-Рияде под председательством Казахстана и Франции. Президент Токаев поручил усилить работу над экологическими инициативами, включая сохранение водных ресурсов и биоразнообразие. Сегодня под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных иных приравненных к ним наград. Были рассмотрены вопросы совершенствования законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих систему ведомственных наград, применение и использование государственных символов. Республиканская комиссия не поддержала предложение ряда государственных органов по введению 3 новых ведомственных наград. В настоящее время идет работа по обеспечению государственного контроля в сфере государственных, ведомственных и общественных наград. Соответствующие законодательные поправки находятся на рассмотрении парламента. По ведомственным наградам надо навести порядок. Во-первых, нет необходимости увеличения видов ведомственных наград. Нужна их оптимизация на основе тщательного анализа. Во-вторых, нужно установить для каждого госоргана соответствующую количественную квоту. В-третьих, надо повысить личную ответственность первых руководителей центральных госорганов в данной сфере. Сейчас новость из Астаны. Промышленное производство в столице выросло на 7% за год. Об этом стало известно во время посещения премьер-министром Олжасом Бектеновым предприятий столицы. Он оценил развитие металлургии, машиностроения, легкой и строительной промышленности, а также ход выполнения поручений президента страны по диверсификации экономики. В индустриальном парке Олжас Бектенов осмотрел заводы, один из которых выпускает телекоммуникационное оборудование, а также предприятия по сборке магистральных тепловозов, где уровень локализации достиг 75%. Особое внимание премьер-министр уделил аффинажному заводу Таукен Алтын, который очищает золото и металлы от примесей. Глава Кабмина отметил, что такие проекты укрепляют экспортный потенциал страны и способствуют ее превращению в транспортно-логистический хаб. По итогам первого полугодия объем валового регионального продукта Астаны достиг 5,5 триллионов тенге, превысив показатель прошлого года за аналогичный период на 7%. В структуре ВРП доля малого и среднего бизнеса занимает 72%. За 10 месяцев текущего года в Астану привлечено порядка 1,3 триллионов тенге инвестиций. Сегодня Нацбанк повысил ставку до уровня в 15,25%. Это на 1% больше прежней. Это может повысить доходность депозитов и укрепить тенге, но также сделает кредиты более дорогими.
Такое решение приняли из-за пересмотра прогнозов и оценки рисков. Инфляция ускорилась до 8,5% из-за подорожания регулируемых услуг и ослабления курса тенге к доллару. Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов назвал главной задачей обеспечить достижение среднесрочной цели по инфляции в 5%. На ближайших решениях мы будем внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить скорейший возврат инфляции к траектории устойчивого замедления. Я хочу напомнить, что инфляция – это ключевой фактор, который влияет на покупательную способность населения и общую устойчивость экономики. Нестабильная и высокая инфляция приводит к обесценению сбережений и трудовых доходов граждан. Глава финрегулятора также отметил, что доходность пенсионных активов казахстанцев вырастет вслед за укреплением доллара к тенге. При этом он уточнил, что рисков обвала национальной валюты нет. 498, условно 495, курс у нас уже стоит, наверное, около недель 3, наверное, примерно так. Он сейчас стоит на уровне 507. Давайте посчитаем, сколько 500, 497, 498 и 507. Разница 10 тенге. 10 тенге к 500 – это 2%. Это 2%. Я понимаю, я сам тоже на это смотрю, 500 – это психологическая цифра. Но если посмотреть языком через очки именно математика, экономиста, даже бизнесмена, изменения в 2%. Между тем, несовершеннолетние казахстанцы в январе 2025 года получат очередные выплаты из Национального фонда. Причем в Нацбанке отмечают, что сумма будет превышать показатель этого года. Выплата составит больше $100. Точную цифру пока назвать сложно, она будет варьироваться от количества детей и дохода Нацфонда. Об этом сообщила заместитель председателя фонда Алия Мулдабекова. За 10 месяцев этого года доход от управления Национальным фондом составил 5,3 миллиарда тенге. Это превышает прошлогодний показатель. Как только год заканчивается, в начале января зачисление происходит. Понятно. Да, вы помните, в прошлом году мы же зачисляли около $100 на каждого ребенка. Но тут действительно будет зависеть от числа детей. Но, как уже отмечалось, у нас 23 и 24 год с точки зрения инвестиционного дохода, они очень позитивные. В январе следующего года сумма будет, скорее всего, больше, чем 100. К другим новостям. Первые 150 тысяч тонн зерна продкорпорация закупит у аграриев до конца этого года. В первую очередь урожай будут приобретать у небольших крестьянских хозяйств. Это позволит обеспечить им сбыт продукции по справедливой стоимости. Причем это те агроформирования, у которых площадь посевных пшеницы не достигает 500 гектаров. Также механизм закупа излишков зерна позволит минимизировать влияние посредников на ценовую ситуацию на внутреннем рынке. На эти цели правительство выделяет порядка 10 миллиардов тенге. Напомню, в этом году с полей Казахстана собрали рекордные 26 миллионов и 700 тысяч тонн зерна. И на форуме работников сельского хозяйства президент Токаев поручил правительству организовать через продкорпорацию закуп зерна у фермеров в объемах, достаточных для удержания приемлемых цен на рынке. Тем временем в Казахстане начали финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2025 года. На эти цели направят 700 миллиардов тенге, из которых порядка 560 привлекут из рыночных источников. С сегодняшнего дня открыто финансирование по программе «Кең-дала-2» с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых. Также сформирован общий пул заявок от порядка 700 сельхозтоваропроизводителей на 82 миллиарда тенге. Из них в работу уже приняты 176 заявок. В правительстве отмечает, что в стране впервые финансирование началось задолго до старта посевной и уборочной кампании. Это позволит аграриям заранее закупить семена, удобрения, подготовить технику и качественно провести все необходимые мероприятия. А в Караганде начал свою работу первый казахстанский маркетплейс. Участие в его открытии принял министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. На сегодня эта торговая площадка имеет 40 пунктов выдачи заказов. В планах расширения до 127 точек. Ассортимент продукции состоит из 50 тысяч наименований. В компании уже создали клиентское приложение, которое за короткий срок скачали 170 тысяч казахстанцев. Электронная торговля, надо признать, сегодня является очень
большим направлением, которое, по сути говоря, является магистральным. И за последние несколько лет мы видим увеличение электронной торговли в несколько раз. Только по итогам 10 месяцев этого года объем электронной торговли вырос по сравнению с прошлым годом на 20%. В абсолютном выражении эта сумма превышает 3 триллиона тенге. Но вместе с тем, с развитием электронных рынков не забывают и о модернизации традиционных. В рамках дорожной карты планируют улучшить состояние 5 торговых точек Карагандинской области. Эти работы завершат в 2025 году. Сегодня вновь пассажиры отечественной авиакомпании провели больше 5 часов в аэропорту, ожидая вылета. Самолет по направлению Астана-Алматы был задержан по техническим причинам. Всего же за 9 месяцев в стране по расписанию не вылетели свыше 17 тысяч рейсов. Почему опаздывают самолеты и как отстоять свои права пассажирам, разбиралась моя коллега Кунсая Хурмет. Задержка авиарейса для казахстанцев стали уже обыденным явлением. И похвастаться пунктуальностью, к сожалению, ни один отечественный авиаперевозчик пока не может. В прошлом году почти четверть рейсов были осуществлены с задержкой. Из порядка 72 тысяч авиарейсов в 2023 году с задержкой были выполнены 16 666. А процент пунктуальности выполнения рейсов составил 77%. Антилидером в этом рейтинге стала компания «Скат», у которой и сегодня была задержка. Такая негативная динамика прослеживается и по жалобам пассажиров. Если в прошлом году в Комитет гражданской авиации поступило 605 жалоб, то уже в этом году только за 8 месяцев граждане пожаловались 676 раз. Эксперты в сфере авиации объясняют такую ситуацию так. Есть причины задержек по погодным условиям. Есть причины задержек по причине авиакомпаний и есть причины по аэропорту. В аэропорту это в основном не вовремя предоставлена техника, не вовремя обслужен там багаж. Происходит одна задержка на первом леге, да, на первом маршруте. И эта задержка, она перекладывается на все остальные рейсы, потому что самолет, он, вылетая утром, он делает целую эстафету. Залетают разворотные рейсы, и получается, задержавшись на одном из участков, эта задержка практически тянет за собой 3-5 рейсов. Безусловно, пассажиров возмущает не только изменение статуса рейса, а ненадлежащее исполнение авиакомпанией своих обязательств. Почему так происходит, мы пытались узнать в Комитете гражданской авиации, но ответа так и не дождались. По словам юристов, очень часто пассажиры узнают о задержке, только прибыв в аэропорт, а о тех услугах, которые авиакомпания должна предоставить в случае задержки, даже не знают. А авиаперевозчик не считает нужным рассказать о них, ведь это не в его интересах. Если идет задержка рейса либо временная отмена рейса, то авиакомпания в первую очередь должен предоставить комнату матери ребенка для тех, у кого есть дети до 7 лет. Если задержка рейса идет более 2 часов, то они обязаны обеспечить прохладительными напитками. Если задержка рейса идет более 4 часов, то авиакомпания обязана предоставить пассажирам, то есть это, наверное, больше касается международных рейсов, телефонные звонки, сообщения, два сообщения по электронной почте и горячим питанием. Если задержка идет более 6 часов ночное время и более 8 часов дневное время, то они обязаны предоставить гостиничные номера. В случае отмены рейса пассажир может потребовать возмещения ущерба. И тут есть одно «но». Со времен пандемии с целью исключения убытков авиакомпании возвращают деньги электронными баллами или ваучерами. То есть это тот же самый билет. Но и здесь у каждого авиаперевозчика свои правила. Где-то вы не можете выбрать другое направление, а где-то и вовсе ограничивается срок использования билета. По мнению экспертов, так происходит из-за дыр в законе. По результатам 2023 года почти 70% внутренних воздушных перевозок, основные проблемы на внутренних перевозках, осуществляет одна группа. Это Air Astana и Fly Astana. Почти 70%. Они здесь доминируют. Неким заменить, конкуренция фактически на внутреннем рынке у нас отсутствует. И поэтому авиакомпания, она и диктует тарифы, она диктует условия и сервис, который они предоставляют. Без конкуренции на этом рынке, к сожалению, наверное,
будет продолжаться вот такая вакханалия, как сейчас. А вот еще один момент, там хотят повысить штрафы для этих авиакомпаний. Повышение штрафа, она не приведет ни к чему лучшему, наоборот, это ляжет на плечи пассажиров. Говоря о штрафах, Министерство транспорта опубликовало проект закона на сайте «Открытые нормативно-правовые акты», который предлагает увеличить штрафы для авиаперевозчиков за плохое обслуживание пассажиров до 400 МРП. При повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания размер штрафа может составить 2000 МРП. Все же, по мнению экспертов, необходимо разработать действенные механизмы регулирования рынка. Ну а что делать, если вам отменили или задержали рейс по вине авиакомпании? Если больше, чем на 5 часов, перевозчик обязан отправить вас ближайшим рейсом, либо вернуть полную стоимость билета, если вы откажетесь от поездки. А за задержку вылета авиаперевозчик выплачивает пассажирам штраф в размере 3% от стоимости вашего тарифа за каждый час. Заявление на выплату компенсации необходимо подать на сайте авиакомпании или по месту продажи билетов. Если авиакомпания отказывается выполнять обязательства, то тогда уже подавайте жалобу в Комитет гражданской авиации. Кунсая Курмет, Жбек Жоле. Новый мост через реку Иртыш возводят в Павлодаре. Его протяженность почти 700 метров. Он заменит старый, который пришел в негодность, и соединит два берега реки Иртыш. Объекту уже присвоена первая категория. Это значит, что подобных сооружений в стране нет. Применение в строительстве уникальной вантовой системы обеспечивает равномерное снижение веса по всему переходу, а также сдерживает скорость течения реки. Строители трудятся в 2 смены без выходных. Такой график обусловлен весенним подъемом воды, но специалисты заверяют, это никак не повлияет на качество. Построить опоры и основные конструкции они успеют. Новый мост будет 4-полосным. Предусмотрена специальная полоса безопасности, которая разделит потоки транспорта, и также пешеходная дорожка. Сложности на объекте — это, конечно же, работы в воде на реке. Тут глубина Иртыша, как вы знаете, достигает до 8 метров. Для этого мы здесь применяем технологии. Это устройство буронабивных свай, русловых опор, работы с надводных площадок. И планируем до весеннего подъема уровня воды завершить все работы в русле реки по устройству буронабивных свай. И далее, после весеннего половодья, будем дальнейшие виды работ производить по устройству промежуточных опор. А следующее сообщение из Кустанайской области. Здесь некоторые жители не доносят мусор до урны. Такой вывод сделали полицейские. Почти 16 тысяч фактов загрязнения общественных мест и нарушений правил благоустройства они выявили за этот год. И по каждому случаю принимаются меры. Так удалось ликвидировать 20 несанкционированных свалок. Виновные лица уже понесли наказание в виде штрафа на общую сумму более 18 миллионов тенге. Самые частые нарушения в городе – это у нас выброс окурков от сигарет, а также мелких бытовых отходов. А в Ахтубе сегодня открыли Центр поддержки семьи. Он стал вторым по счету в областном центре. Туда обращаются те, кто оказался в трудной жизненной ситуации или стал жертвой домашнего насилия. С работой центра познакомилась моя коллега Эльмира Ержанова. На всестороннюю помощь здесь могут рассчитывать те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. К примеру, матери, воспитывающие детей-инвалидов, женщины с инвалидностью, другие нуждающиеся семьи. Таким семьям оказывается юридическая поддержка. В центре есть кабинеты юристов, психологов, а также проводят обучающие курсы, чтобы люди могли освоить новую профессию. Но зачастую у многих проблемы с кредитами, говорит руководитель центра. 30 кредитов на одном человеке, да, на одной семье, насколько это тяжело. И вот мы помогаем разблокировать счета, если они заблокированы, выводим на график, переписываемся с микрофинансовыми организациями, чтобы кто-то им простил кредиты. Вот такую работу. Это работа не одного дня. С одной семьей, если мы работаем в течение года, прям целый год мы ее сопровождаем до тех пор, пока она не выйдет вот из этого финансового затруднения. И одна из больших наших фишек, то, что мы обучаем на безвозмездной основе курсам.
Жительница Актубе Айнур Хапаш уверена, такие центры востребованы. Она и сама воспользовалась его услугами. Кстати, финансируется это учреждение за счет местного бюджета. Из-за сложившихся жизненных обстоятельств мне очень нужна была помощь психолога. Обратилась в центр, и мне помогли. Более того, предложили пройти обучающий курс массажиста, так как моему ребенку нужен был лечебный массаж. Курс бесплатный, и я с радостью согласилась. Сейчас я помогаю другим женщинам. В новом центре желающие смогут пройти курсы кройки и шитья, кулинарии, массажиста, визажиста, парикмахера. Здесь также намерены проводить работу по профилактике насилия в отношении женщин и детей. К слову, это второй по счету центр в Актубе. Первый открыли 2 года назад. Там за все это время помогли более 5000 семей. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Жибек Жола, Актубе. В декабре в кинотеатрах страны выйдет 5-я часть «Короля льва», названная в честь диснеевского персонажа Муфасы на казахском языке. Об этом нам сообщили в фонде «Казах ТВ». А вчера прошел первый широкий показ в казахском дубляже анимационной картины «Моана 2». Во второй части продолжается история главных героев – Моаны и Мауи. Герои анимационного фильма заговорили голосами певицы Назимы, актеров Кубланды Булата и Шахмурата Ордабаева, а также Гаухар Умурзаковой. Стоит отметить, что все расходы на создание казахских версий полностью покрыли компании «Правообладатели». К слову, отечественный дубляж активно развивается с 2022 года. Я очень сильно волновалась, потому что не знала, утвердят меня или нет. И когда меня утвердили, честно говоря, я очень сильно плакала от счастья. Для меня самое сложное, наверное, было, когда я пришла, и они мне говорят: ну все, надевай наушники. Я думала, ну сейчас меня проинструктируют. Сейчас мне покажут, как это делать. Они говорят, включают и такие: дышим, бежим. Я такая: что, все? Все, мы уже начали? Так как это первый опыт, я не понимала, как это делать, но со временем, на следующий день я уже вошла во вкус. В фонде «Казах ТВ» считает, что переводы известных анимационных фильмов компании Disney помогают детям с раннего возраста мыслить на родном языке, а также повышается уровень знания государственного родного языка. Теперь главное, чтобы наши люди такие фильмы и анимационные фильмы шли смотреть активно. Надо заполнять залы, приводить детей. Это нужно для того, чтобы наши дети могли думать, петь, шутить на казахском. Для формирования таких навыков огромное влияние оказывают фильмы и кино. Тем более, что это привлекательные персонажи, знакомые детям. И то, что все они заговорили на казахском языке, действительно большое достижение. А вот наш телеканал «Жибек Жола» на предстоящие выходные приготовил сразу 2 премьеры. Уверены, новый сериал, посвященный 45-летию легендарного шоу «Тамаша», придется многим по душе. Он так и называется «Тамаша». Художественный проект, созданный под руководством продюсера Куата Садыкова, раскрывает историю первого театра сатиры и юмора в Казахстане. Рассказывает о судьбе героев культовой программы. Сценарий разрабатывали около полугода, собирая материалы буквально по крупицам. В сериале практически с исторической точностью воссоздана вся атрибутика и одежда тех времен. Однако общая сюжетная линия и главный герой, парень по имени Хайсар, являются вымышленными. В съемках программы, кстати, приняли участие 127 актеров, включая артистов из театров Жамбылской и Актюбинской областей. Первую серию «Тамаши» можно увидеть уже завтра, в субботу, в эфире «Жибек Жола». Всего же 10 серий, и они будут в эфире только по выходным в 19 часов. Мы не говорим, что это сериал, основанный на реальных событиях. Это наш сериал, он вдохновлен историями актеров театра Тамаши. То есть мы как бы показываем где-то какие-то ключевые моменты их жизни, которые еще не видел зритель. Мы показываем в рамках сериала личную историю не всех, но некоторых актеров Тамаши. А вот сразу после сериала «Тамаша» в нашем эфире первый армейский реалити-проект «Жыс Сарбас».
Его участники – 100 военнослужащих с разных регионов страны. Покажут они свое мастерство в условиях максимально приближенных к боевым. Для съемок проекта в Алматинской области специально построили 2 павильона. О том, какие испытания ждут главных героев, вы увидите в первом выпуске, который выйдет в эфир уже завтра в 20 часов. Программа также будет в эфире по выходным дням. Так что все декабрьские вечера, субботы и воскресенья мы приглашаем провести с нами. Нет, это не тренировочная база, это съемочный павильон на локации, начиная от конструкции до реквизитов. Все тщательно продумано под каждое испытание. Тестируют, которые 10 профессиональных каскадеров, и только потом уже к ним допускают участников реалити. Я очень благодарна каналу «Живи Жила», который поддержал нашу идею реализовать это. И я очень благодарна всем спецслужбам, которые поддержали и отправили своих ребят к нам на проект. И у нас собрались ребята из разных регионов. Это разные службы, это и летчики, и моряки, и десантура, и спецназ, и нацгвардия. Всего 10 команд, 100 участников. Прежде чем оказаться здесь, они прошли строгий отбор, интервью, проверка физической формы. Неудивительно, что среди них есть спортсмены, пробежавшие 500 километров, мастера спорта, чемпион мира по тяжелой атлетике. Словом, люди, которые привыкли побеждать. Самое сложное – победить себя в этой гонке. Например, у некоторых участников фобия высоты. Несмотря на это, они все равно идут в бой, сами себя побеждают и проходят испытания. В каждом выпуске для участников абсолютно новые задания, о которых, кстати, они узнают лишь перед началом соревнований. А чтобы победить, им необходимо проявить себя как в команде, так и в одиночку. Это реалити имеет большое пропагандистское воспитательное значение. Видя трудолюбие, мужество, героизм наших вооруженных сил, мы являемся примером для подрастающего поколения. И я думаю, что это сильно повлияет на молодых ребят в принятии решения службы во имя своей Родины. Новый телевизионный проект состоит из 10 эпизодов, каждая длится час. По итогам реалити-проекта определятся лучшие из лучших. Они получат Кубок победителя. Айман Каймульдина, Ерик Керимкулов, Жибек Жола, Алматы. Ну что ж, ждем с нетерпением премьеры. И в заключение о погоде. Декабрь принесет в Казахстан осадки. В северной части страны ожидается снег, а на юге и юго-востоке в горных районах сильные осадки, дождь и снег, местами гололед. И лишь на западе республики на фоне повышенного атмосферного давления будет преобладать спокойная погода без существенных осадков. А в целом синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в первых числах декабря. Но я уверена, что погода не повлияет на ваши планы на выходные. Хорошо вам отдохнуть. А я прощаюсь с вами с пожеланиями всего доброго.